Азии угрожает огромный кризис. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чем нужно запастись, чтобы уберечь себя и свою семью. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. Крупнейший в мире экспортер энергетического угля, используемого для выработки электричества, Индонезия, запретила до конца января 2022 его отгрузки за границу. Это необходимо для того, чтобы обеспечить углем внутреннюю часть рынка. Аналитики отмечают, что если этот запрет будет продлен или в азиатских странах начнутся сильные морозы, цены на уголь могут пойти вверх, а на мировом рынке может возникнуть его реальный дефицит. У нас при добыче угля используется передовая технология. Это, несомненно, улучшает условия работы. В мировом масштабе рост цен на уголь может подстегнуть дальнейшее подорожание энергоресурсов, так как для стран Азиатско-Тихоокеанского региона уголь – основной ресурс для генерации электричества. Поскольку уголь пока самый дешевый ресурс, то при дефиците заменить его можно будет мазутом, дизельным топливом и газом. При таком раскладе, учитывая, что нехватка угля может возникнуть в крупнейших странах-импортеров энергоресурсов, скачок цен на нефть и газ может быть значительным. А как вы относитесь к тому, что есть вероятность того, что в следующую зиму мы останемся без угля? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам советника отдела по ТЭК и ЖКХ аналитического центра при правительстве Российской Федерации Дмитрия Федоренко, от индонезийских поставок угля зависит подавляющее большинство экономик республик Центральной Азии. Он отмечает высокую вероятность того, что правительство Индонезии под давлением торговых партнеров, а также компаний-экспортеров угля все же ослабит ограничения на экспорт. В случае сохранения запрета на экспорт угля вероятно возникновение дефицита на азиатском угольном рынке и повторение сценария энергетического кризиса в Индии и Китае осенью 2021 года. Но как же это может повлиять на те страны, в которых внутри страны добывается уголь? Скорее всего, что подорожают другие энергетические ресурсы, такие как бензин, газ, мазут и другие горючие вещества. В Таджикистане добывают 3 разновидности угля. Значит, антрацит, бурый и каменный уголь. Из этих предприятий самые уникальные предприятия являются месторождение Назайлок, что добывает антрацит. И мало тех стран, добывающих уголь, которые полностью могут обеспечить все вопросы населения. И тем самым кризис, можно сказать, очень близко. Как вы думаете, это возможно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!